Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Добрый вечер. Хайрля Кищ. Итак, в школах прозвенел последний звонок. Идут единый государственный экзамен в эти дни по всей стране. Самая тревожная пора, наверное, для мам и пап выпускников, потому что сдают ЕГЭ. Самая тревожная пора для мам и пап первоклассников, которые ищут, в какую школу отдать ребенка. В общем-то, об этой сложной паре сегодня разговариваем с нашими экспертами, потому что есть выбор школ сегодня как в государственной системе образования, так и в частной. Вот сегодня о частной и поговорим, как они сегодня работают в новых условиях, в новых экономических реалиях. С удовольствием представляю наших экспертов. И это первый человек сегодня впервые у нас в студии в программе Нияз Мансурович Гафиатуллин, директор Международной школы Казани. Добрый вечер. Рада вас видеть. Павел Анатольевич Шмаков, директор специализированного олимпиадно-научного центра «Солнце». Здравствуйте. Да, всем привет. Татьяна Леонидовна Беспалова, учредитель и директор академического лицея имени Лобачевского. Добрый Приветствуем вас. Чингиз Борисович Якупов, директор общеобразовательного частного учреждения школы стратегического развития «Прогресс». Добрый вечер. И Полина Владиславовна Сулейманова, заместитель директора Кембриджской международной школы Бала-Сити. Рады вас видеть. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас также прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выразить свою точку зрения, вот как в школе сегодня, да, то не руку поднимаем, можно выражать точку зрения кнопками на пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Но начать хотелось бы с нашего соцопроса. Всю неделю в группе ТНВ ВКонтакте мы задавали вопрос, отдадите ли вы ребенка, готовы ли вы отдать ребенка в частную школу. Вы как распределились голоса? Да, за ними будущее, за частными школами, в этом уверено 12% респондентов. Нет, это дорого, ответ 38% опрошенных. Доверяют только государственной системе образования, так считают 50% проголосовавших. А телезрители также могут принять участие в интерактивном голосовании. Итоги подведем в конце программы. Но мне бы хотелось сразу нашим экспертам адресовать вопрос. Я понимаю, что это выборка такая узкая, только нашего канала, только в нашей группе, но вместе с тем, может ли этот срез все-таки показать недоверие к частной системе образования? О чем это говорит? Нияз Мансурович. Я готов начать, да, Давайте. потому что у меня есть сложившееся мнение относительно этого. И я до этого некоторое время работал в государственной школе, в 19-й гимназии города Казани. И я абсолютно уверен в том, что у нас очень хорошо развитая система государственного образования. Да, и в основе своей родители, они довольны. У нас очень конкурентная сама сфера образования, и у нас очень хорошие школы в городе Казани. И есть очень хороший выбор, куда можно отдать сегодня ребенка. И, на мой взгляд, этот опрос, он больше говорит не о недоверии к как таковой системе частного образования, о том, здесь есть два фактора, на мой взгляд. Первое, это, конечно же, экономическая составляющая, да, и второе, то, что у нас система государственного образования достаточно хорошо развита. В городе Казани, я могу точно сказать, да, очень хорошие школы, родители в целом довольны, их просто не беспокоит такой вопрос, то есть у них не появляется какая-то первопричина, чтобы это сделать. Поэтому, мне кажется, опрос отражает, и эти цифры отражают вот эту реальность. Уверенность в государственной системе образования, да? Я бы сказал, отсутствие сильной обеспокоенности. Угу. Хотя, на мой взгляд, все-таки обеспокоенность присутствует, потому что и конкуренция большая, и в очень хороших школах очень высокая конкуренция, демографический пик, который мы переживаем, и в государственных школах сегодня под 40 человек в классе, и такое тоже возможно. Я думаю, что родители все-таки обеспокоены. Не знаю, да, Татьяна Вениаминовна? Ну, я считаю, что это очень хорошие сегодня результаты, те, которые есть. Потому что когда я открывала школу 19 лет назад, это было полнейшее недоверие к частному образованию. Учитывая, что тогда у нас в Казани только была Лена Сервис, которая вот школа, да, одна из самых старейших и самых лучших, я считаю, наших школ по уровню сдачи ОГЭ, ЕГЭ. Вот все эти годы они всегда на первые места, и математика, и русский, и очень много стубальников по другим предметам. Вот. И частная христианская школа у нас в Казани была, Вальметьевский менеджер и частная гимназия имени Василия Васильевича Давыдова, и еще там тоже экономическая школа. Вот все, это те школы, которые могли дать уже аттестат об окончании школы, и поэтому, во-первых, их было очень мало, а во-вторых, действительно очень большое недоверие, и оно и сегодня очень прослеживается и по этому опросу, и в целом, вот буквально вчера еще в «Бизнес онлайн»
была огромная тоже подборка кстати. материалов по опросу как раз частных школ, и со мной тоже беседовали. И я вообще бы хотела сказать, знаете, такое всегда некоторое пренебрежение к частным школам. Во-первых, люди не понимают, что это не коммерческое образование, и здесь нет прибыли как таковой, что мы получаем зарплату, и все остальные средства, если есть, они вкладываются в развитие школы. То есть, в общем, это не бизнес, очень многие считают, с чистой да, точки что зрения. это вот все там в карман идет. Там. Потом, во-вторых, еще непонимание на то, насколько сложная ситуация экономическая бывает вокруг частных школ, поскольку если школа, как наша, например, школа, как не имеющая своего здания, которая арендует здание, то, соответственно, очень большие затраты идут на как раз не только на учебный процесс, но именно аренду здания, обслуживание этого здания. Вот. И потом у всех, я считаю, что коммунальные услуги – это очень большой такой фактор, за который, если в государственных школах они просто об этом не задумываются, то для нас это очень так существенно. Ну и плюс ко всему, вот когда сейчас говорят о повышении заработной платы, все школы радуются. Ну, наверное, кроме директоров частных школ. Ну, по крайней мере, меня точно. Потому что что это означает для меня? Потому что если школа не имеет поддержки, как Татнефти, Газпрома, например, как Альметьевская школа-менеджер, значит, это мы должны за счет чего повысить эту зарплату? За счет повышения оплаты. А в других у нас вариантов спонсоров у нас, к сожалению, нет. У нас полностью хозрасчетная школа. Вот этот момент. И второе, вы знаете, вот меня поразило, даже когда вот писали и о международной школе, и о Бала-Сити, там, да, вчера, что... Вот хотят, вот, чтобы в элитной школе с такими детьми, там, таких родителей и так далее учиться. А почему нет? А почему у нас представители бизнеса или тех структур государственных, я, вы знаете, уверена, что каждый из них тоже очень много работает. И почему они не могут дать образование то, которое они считают нужным? Почему, если они хотят, чтобы ребенок учился на английском языке, почему? И причем у нас ведь наши цены, вот даже... Ну, самая высокая цена у нас в международной школе, но да. Это ведь средняя цена по Москве. То есть мы оцениваем, исходя из нашего региона, наших возможностей. И я, конечно, понимаю тех корреспондентов, которые сказали, что 38 дорого. Да, дорого, особенно для наших районов. Вот даже в Самаре значительно больше учатся в частной школе, чем в частных школах, чем у нас. А я еще объясню, почему. Там правительство Самары больше помогает, чем наше правительство Республики Татарстан. Да. И там, и это изначально. Точно так же, как правительство и Москвы, и Петербурга. У нас вообще самые маленькие субсидии еще только в Пскове и Новгороде. Меньше, чем у нас. Да, к этому мы еще придем. Но все-таки вы сейчас говорите о том, что идет рост доверия все-таки к частному образованию. За 19 лет, по крайней мере, то, что мы проследили. Да? Павел Анатольевич, есть что добавить? Вот все-таки доверие, недоверие? Вот я бы по другому принципу делил школы. Так. Мне кажется, что школы бывают знаниевые, где дают прекрасные знания, ребята хорошо сдают ОГЭ и ЕГЭ, выступают на олимпиадах. А бывают школы мотивационные. Вот частные школы выигрывают вот на этом поле, на том поле, с моей точки зрения, что там больше внимания уделяют школьнику как человеку, больше, чем в государственной школе. Ну, если 40 человек и 25, наверное, да, в классе. Дело ведь не в количестве детей. Но, знаете, поверьте мне, Павел Анатольевич, в этом тоже. Это не главное. В китайских школах 100 детей, и тем не менее позиция Китая... В Китае людей... Еще раз говорю, там 100 детей в классе, тем не менее дети прекрасно учатся, прекрасная дисциплина. Дело не в количестве детей. Разумеется, когда меньше детей, это лучше. Но тогда почему в частные школы? Вот, все-таки мы замечаем, что рост идет, мы просто разговаривали там до программы, 10-20% примерно, да, с каждым годом растет. К сожалению, потому что у нас люди привыкли бояться. Знают, что государство гарантирует. Государству можно верить, с государством будет все в порядке. А здесь нужно прийти в частную школу и быть уверенной 11 лет, что эта школа, во-первых, просуществует, да, будет платить заработную плату учителям, будет обеспечивать то качество образования, которое необходимо, так? Ну, я говорю, у нас привыкли бояться люди. У нас в стране был 1937 год, мы помним, какое тогда было образование, какие были гонения на педагогию, например, на множество других, какие были давления на различные педагогические концепции. Государство идет своим путем. Другое дело, что мне-то кажется, что у нас в Казани, вот только что говорил директор международной школы, на самом деле государство поддерживает ключевые идеи, как мне кажется. То есть мне кажется,
что нашему региону повезло, ну, нашей Казани повезло на мэра, а республике повезло на президента. Вот. И поэтому у нас в Казани, я не соглашусь, что у нас много хороших школ. К сожалению, у нас мало хороших школ. Я считаю, что у нас государственных школ хороших, действительно хороших, может быть 8, может быть 15, как считать, но у нас на 180 школ. То есть, но с другой стороны, эти 8-10 это государственных хороших школ, пользующихся реальной поддержкой государства. То есть у родителей есть выбор и среди государственных школ, и среди частных школ. То есть вот в этом дело. То есть мне кажется, что когда мы спрашиваем наших детей, почему они пришли в наше солнце, например, вы думаете, они пришли к нам за знаниями? Хотя в нашей школе 8 участников Сероса, 4 призера Сероса, победителей Сероса. Очень мало школ могут таким похвастаться. Но у нас прекрасно дают знания. Но приходят не за этим, приходят за атмосферой. Приходит за человеческим отношением. И вот именно это отличает частные школы, с моей точки зрения, что там чаще относятся к ребенку, как к человеку. Спасибо. Чингис Борисович, ваша точка зрения, почему доверие, недоверие, да? Что показывает опрос? Ну, вы знаете, я думаю так, что, скажем так, с ходом времени, когда существуют частные школы, открытые, например, в 90-х годах, в начале 2000-х, и мы видим, что открывается все больше школ. И чем больше они существуют, соответственно, тем больше информации о них распространяется. То есть это родители тех детей, которые там учатся. Соответственно, они рассказывают другим родителям, друзьям. Те приходят в эти школы, учатся. И мне кажется, здесь это тоже немаловажный фактор. Ну, сейчас легче, наверное, открываться, чем 19 лет назад. По рекомендациям выпускников очень много детей. Ну, это и в государственных школах также в этой ситуации, конечно. Ну, то есть, получается, просто за 19 лет, примерно, за 20 лет заработан определенный лимит доверия, который сегодня... Вы знаете, я лично тоже сталкиваюсь очень часто, когда к нам приходят родители, и я обычно спрашиваю, как вы узнали о нашей школе. И очень часто, ну, больше, чем в половине случаев, люди говорят, у нас здесь учатся знакомые, и они рассказывают о вашей школе. И они рассказывают хорошие вещи, и поэтому мы пришли с вами побеседовать, узнать, какая у вас система, какие у вас особенности, то есть уже хотят углубиться в детали. Поэтому вот этот эффект очень важен, я считаю. Хорошо, спасибо. Полина Владиславовна. Я хотела добавить, что, например, школа Баласити имеет тоже аккредитацию и лицензирование, то есть мы качество образования поддерживаем. Я думаю, это очень важно для родителей, понимать, что дети также будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ и получать аттестат о среднем образовании. Ну и второе, что является, наверное, приоритетом, это 2 программы, то есть мы имеем возможность комбинировать российскую программу и международную кембриджскую программу, я думаю, это большой плюс. Но вот вы ощущаете, что я не знаю, доверие больше к школе больше становится? Доверия, конечно, да. То есть у детей появляется больше возможностей выбрать Насколько примерно образование. изменился процент поступающих, я не знаю, там, первоклашек в конкурс по сравнению с тем, когда вы открывались? Ну, сейчас в школе вот 10 лет в этом году исполняется. Мы начинали с детских садов. После этого, когда дети заканчивали детский сад, встал вопрос о преемственности, была открыта школа. Если говорить о тех годах, да, это 6 лет назад была открыта школа, конечно, колоссальный прирост учащихся. Я думаю, что около 50%, потому что сейчас мы имеем возможность принимать детей уже в 9 класс и растем вместе с ними. Через 2 года будут они оканчивать 11 класс. И, конечно, первый результат, я думаю, это будет еще показательным для родителей, когда дети сдадут ОГЭ и ЕГЭ, и получат результаты, конечно, это здорово. И получат кембриджские сертификаты. Хорошо, спасибо. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Итак, продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Сегодня разговариваем о системе частного образования в Казани, в республике. Вот сейчас здесь у нас у кого-то школы открылись 10 лет назад, у кого-то 19. Сколько в международной школе? 8. 8 лет. Вот просто такой вопрос. Вот помните свое 1 сентября первого года открытия школы? Сколько учеников к вам пришло? Очень хорошо помню. 3 класса, 7 детей. Помню, что в одном классе был только 1 ребенок. Господи, мечта. Мечта родителей и беда для ученика. На самом деле, вот мы тоже когда открылись в 2003 году, у нас было 3 класса, и в одном классе был 1 ребенок. Всего было 13 учеников. 13 учеников. Да, закончила первое полугодие 20, и первый балл мы проводили, нас было 20, а потом стало в конце года 42. Да, сегодня у нас 120 учеников. Но вот я хочу сказать, что одного ребенка обучать очень неинтересно. Потому что одно дело, когда репетиторские занятия, когда ты добавляешь к его основе что-то, а когда он один сидит на уроках с утра до вечера, ну там с утра до определенного времени, это очень. Ему и самому, наверное, да, неинтересно. очень. Поэтому, все время спрашиваю. когда пришли потом к нему 2 девочки, это было... Я тоже самое хотел сказать. Мальчик, когда к нему пришел еще 1 мальчик, у него радости было столько в глазах, что наконец-то я не один. Не хотелось бы оказаться
на месте этого ученика. Уже маленький, но коллектив. Я просто сейчас, Татьяна Вениаминовна, о том, что вот не хотелось, когда 13 человек, 1 сентября, не хотелось тогда уже мысли, а для чего я открыла, для чего мы это сделали? Тогда я была полна радужных надежд. Это я сейчас бы не открыла школу. То есть сейчас бы не открыли? Нет, ни за что. А тогда, вы понимаете, тогда были совершенно другие условия. Когда наши частные школы открывались в 90-91 году, тогда же государство гарантировало значительно больше государственной поддержки. Поддержек было, да? По количеству тогда класс-комплект был для государственных школ всего 25 человек. Это вообще было золотое время. Вот когда лицей при физфаке, колледж вот Павла Анатольевича. И на этот класс, вот сколько классов комплектов у тебя, значит, соответственно, есть и ставки завучей, и технического персонала, и коммунальные услуги оплачивались, вы понимаете? Сегодня мы этого ничего... Через полностью в свободном плавании. Да, я должна была получить эту поддержку через 3 года после начала открытия школы. Но 2005 год закон о монетизации все обрубил. И мало того, в нашем регионе, вообще в Москве они потом быстро добились. А мы добились только через 10 лет после этого закона, да? Объединив все усилия частных школ для того, чтобы... И то после того, как мы добились... чтобы наш Госсовет принял закон о государственной поддержке, Медведев уже опередил и сделал это на уровне Российской Федерации. Но вместе с тем все-таки выжили сегодня да, 120, выжили, но да? вы понимаете, а сегодня мы получаем субсидию только на ученика, и у нас не учитывается. У нас администрация ничего не должна Проговорим получать. уже финансовые тоже условия. Павел Анатольевич, сколько у вас 1 сентября, первый год открытия? Так, школа наша, академический колледж, открывалась 30 лет назад. Тогда у нас был человек 15-20. 18 человек было в самом начале, десятиклассников, пришедших в академический колледж. Мы просуществовали 10 лет, потом нас закрыли, потом открыли снова. Долгая история. Солнцу сейчас 8 лет. Первый год Солнца, 2013 год, надо было 83 человека. 83. То есть 60 человек пришло из лицея Лобачевского, который государство решило тогда закрыть, чтобы не иметь дела с блатными детьми. Ну да, мы помним эту историю. Если мы туда вдадимся, это отдельная программа. Полина Владиславовна, примерно сколько было? Баласить начинали с 40 обучающихся, сейчас нас уже около 250 учеников. Хорошо, а Чингиз Борисович, у вас? При открытии школы я не работал там, поэтому я могу только вспомнить буквально то, что мне говорили. При открытии школы было очень мало детей, буквально вот порядка нескольких человек, действительно. Просто вот в этой ситуации я говорю низкий поклон, потому что, во-первых, решились, отстояли, выдержали, несмотря на всевозможные препоны, препятствия во всех ипостасях в этой ситуации. Сейчас в целом доля частных школ в России примерно 2% на данный момент. Вот по данным исследований Высшей школы экономики за 2020 год, одни из самых свежих, почему-то вот такие данные по частному образованию, тоже информации не так много. Вот сейчас мы говорим, что не открылись бы вы сегодня, да, Татьяна Вениаминовна? Но все-таки как все начиналось и чем все-таки, вот как родители в этой ситуации, частная школа отличается от государственной? Вот Павел Анатольевич говорил там мотивационной. Вот Денис Мансурович, как все начиналось, почему открылись? Почему работаете, вопреки чему или благодаря чему? На самом деле мы начинали следующим образом. Такая есть, если углубиться в историю, то Казань, динамично развивающаяся после тысячелетия, команда мэрии задумалась над тем, что еще Казани не хватает. И разные области были исследованы, но на самом деле любой город, который занимает свое место на глобальной арене, в нем обязательно есть международная школа. Для того, чтобы международные инвесторы, дипломаты, спортсмены, международные семьи и так далее, они могли бы переезжать с места на место, открывать бизнес, работать, временно приезжать и так далее, но им нужно куда-то отдавать свою семью. Есть вот этот такой знаменитый пример, вот спортсмены, может быть, помнят, у нас работал тренер Хави Грасия, и он сказал, у него было 3 детей, и он сказал, единственная причина, не причина, а почему я согласился в конечном счете, потому что я знал, что я могу привести свую семью и отдать свою школу туда. Да, то есть наша специфика на самом деле, нашей школы, вот тогда эта идея, она развивалась, и слава богу, в 2014 году, благодаря поддержке руководства, оно получило свое логичное продолжение. И наша... сегодня так и позиционируете. Да, абсолютно верно. То есть наша такая в основе своей концепция это именно международная школа, которая стоит наряду с другими международными школами по миру со своей учебной программой. Вот. Но ключевые отличия от государственных. И ключевые отличия от государства. При всем при этом мы имеем лицензию российскую, мы имеем аккредитацию.
аккредитацию, поэтому мы должны подчиниться российскому законодательству. Поэтому на самом деле отличие от государственной, вот с точки зрения какой-то правовой формы, да, там, организационной формы и так далее, их практически нет. Да, потому что это очень сложно сделать. Но здесь именно отличие нужно искать в программе, и здесь главное, наверное, говорить не государственно, не негосударственно, да, а вот именно просто с точки зрения концепции образовательных программ. Хорошо. А в этой ситуации, вот мы сейчас говорим, и одна из самых дорогих уже проговорили у нас международная школа Казани. Как раз благодаря, я так понимаю, что так зрители по ту сторону экрана, пусть спортсмены и платят, да? То есть вот дипломаты и спортсмены могут себе позволить. Действительно, о каких финансовых сейчас мы можем говорить обучение в месяц? Ну, это выше 70 тысяч рублей в месяц. 10 месяцев надо платить. Вот. И, на мой взгляд, это... Хоть и сказали, что как Москва, но на самом деле мы дешевле, чем Москва. И вот по нашей концепции, по нашей программе, по нашим задумкам мы должны стоить еще дороже. Да, самая такая средняя школа. Да, но международные школы в Москве... Там есть и 600 тысяч в год в Москве. Но международные школы в Москве, они стоят в 2-3 раза дороже, чем мы. Поэтому наша все-таки справедливая цена, она должна быть выше. Но мы понимаем, в какой как бы экономической парадигме локально мы работаем, поэтому здесь... Хорошо, но при этом какой конкурс сегодня в школу? Ну, смотрите, у нас 16 мест, например, в группу трехлеток, у нас там очередь 40 человек, например. Да, то есть востребованность при этом есть, и люди готовы платить? Первый класс, если возьмем, у нас 3 класса по 16 детей уже заполнено, у нас где-то 25-30 человек стоит в очереди. При поступлении в среднюю школу не такое большое количество с точки зрения очереди, но у нас и процент поступления, так как требования повышаются, у нас из 10 обратившихся с первого раза поступает только 2 человека. То есть вот, тут надо четко понимать эти цифры и связывать их с причинами, почему так происходит. Но мы видим именно прирост, то есть мы уже заполнены, и как бы у нас увеличивается только лист ожидания сейчас. Лист ожидания уже превышает само количество мест в этом классе. Не связываете это с демографическим пиком или все-таки связываете это с нормальной конкурентоспособностью? 100%. В принципе, развитие частных школ я связываю и с демографическим. Это однозначно. 2014-2015? Об этом все говорят. В Казани сегодня не хватает школ. Да, вот эти 40 человек уже много раз сегодня озвучили. В Казани школа, к сожалению, строится... То, что есть здесь смены школы, к сожалению. Да, 2 смены есть. То, что школы строятся медленнее, чем они должны строиться, к сожалению, да, конечно, это все, так скажем, этот спрос, он уходит в частный сектор, и так как там есть хорошее предложение, то, соответственно, идет развитие. И выбор тоже есть. Но сегодня вот Бизнес Онлайн озвучила по нашей республике, что у нас было 0,5% частных школ. Вот сейчас, когда открылся ряд школ именно в первую очередь начальное звено, потому что выпускающих, дающих аттестат, у нас всего 4 школы в республике, кто дает аттестат на сегодняшний день, об окончании 11 класса уже. Вот, 0,6%, ну, даже с 2% в России, 0,6%, да? Конечно, это вообще, да, такая. Но, вы знаете, на самом деле, вот я, хотя и сказала, что я бы сейчас не открыла, но я считаю, что все равно это очень здорово, что у нас есть возможность у родителей право выбора. Потому что каждая авторская школа и небольшая школа, как «Солнце», например, я считаю, что это, они уникальны. Потому что здесь у каждого своя атмосфера, аура, какие-то свои, может быть, ну вот модные фишки говорить, но мне нравится больше, вот как делается акцент на что-то, да, вот как у нас, например, это балы, кинофестивали, там, да, не столько вот у Павла Анатольевича это олимпиадное движение, да, ну вот это изначально, когда еще колледж был, создавался, да. У нас нет, у нас олимпиадное движение, да, замечательно, когда дети участвуют и побеждают, и мы по мере возможности им тоже помогаем, но у нас вот как лицей-интернат номер 2 у них, например, тоже в приоритете в государственной школе, но в приоритете олимпиадное движение. Мы нет, конечно. Для меня очень важно, чтобы ученик... Вот я согласна с Павлом Анатольевичем, когда он сказал, что очень важна среда, вот это отношение, да, потому что первые дети, которые пришли еще, когда я работала, вообще идеалом, я считаю, лицей, который был, ну, вот у Павла Анатольевича колледж, а я работала в параллельном лицее при физическом факультете университета, у нас не было ничего, мы ходили по аудиториям остаточным, что оставалось уже от учебного процесса. Дети учились в 5 зданиях университета. Деканат помещался в клетушке, где были старые деревянные стулья, собранные с аудиторией. Но было главное, были преподаватели, да, и университетские, и наши преподаватели, и были дети заинтересованные, мотивированные в учебе. И классы были не более 20 человек. Я считаю это идеалом. Вот на сегодняшний день, да, и вот когда ребята туда еще приходили, в тот лицей, точно
так же в нашем сейчас говорят, что вот какой бы школа такой красивой, 181, 183, там, у нас замечательная же школа, это делается вообще, ну так, с международной школой тоже прям можно сравнить, потому что ничем не хуже в этих новых государственных школах. Я считаю, это огромный низкий поклон руководству республики и города, вот, но все-таки, когда в школе учится 1100 человек, как мне девочка сказала, я себя чувствую там маленьким винтиком, а здесь я себя чувствую человеком. Вот, вы знаете, это вот как раз все равно, да, внимание больше к ребенку. Главное отличие частной школы от Сегодняшний ребенок, государственной. вот он, вы знаете, у многих родителей занимаются бизнесом, не хватает все равно ему личного внимания. Вот это нас. И, конечно, среда, но и, тем не менее, численность классов, особенно сейчас, вот когда приходит, почему вот у нас сейчас, у нас не было до этого года, чтобы были дети в резерве, в 5-й, в 6-й, там, в 7-й класс, сейчас у нас тоже 8-й класс, резерв есть, только потому, что родители говорят, в классах, где 37-38 человек, очень сложно. Конечно. Очень сложно. Спасибо. Я прерву, потому что у нас есть перерыв на новости Татарстана. Мы продолжим во второй части. Очень интересно. На самом деле будет бурно. Я думаю, что у нас сейчас... Но зрители не увидят, что мы будем обсуждать. Увидимся во второй части. Будет интересно. Добрый вечер, Хайрли Кич, на ТНВ Татарстан ток-шоу.опоры, в студии Светлана Кадырова. Мы продолжаем сегодня с нашими экспертами разговаривать о частном образовании и перспективах его развития. Остановились на том вопросе об истории школы и чем она сегодня отличается, ее главные фишки, особенности в преподавании в том числе. Вот, Павел Анатольевич, давайте солнце, которому 8 лет. Давайте так сократим. Не в начале было слово, мы, наверное, единственная не частная школа здесь. Мы государственная школа, мы муниципальная школа. Правда, мы не случайно в этом кругу. Дело в том, что мне кажется, что школы все-таки распределяются не по статусу. Вопрос денег важный, но это не самое главное, а по концепции. Потому вот чему учат в школе, во имя чего учат в школе. Вот Татьяна именно только что говорила, что вот в Солнце много олимпиадников, да, у нас много олимпиадников. Но это совершенно не главное. Вы знаете, у нас на дверях школы табличка висит. Школа для детей, проявивших выдающиеся способности. Таких школ 8 в городе. Но это неправда. Школа, для такие школы, вот есть в Москве школа «Интеллектуал», где сколько 20 человек на место набирают действительно одаренных детей. Но одаренных детей у нас 2%. То есть мы школа для детей, которые любят учиться. И вот это главное отличие вот нашей школы. Именно благодаря этому, когда в нашу школу приходит 1000 человек за год, мы можем принять только, может, там 50 человек, 70 человек. Но приходит очень много. И это очень значимо. И опять же, почему в частные школы приходят? Потому что там человеческие отношения. У нас действительно много олимпиадников. У нас больше половины детей призеры различных олимпиад. Намного больше половины. У нас много сверстников. Но это все не главное. Наши дети, когда приходят к нам и остаются у нас, они говорят, что главное у нас – это атмосфера. Это то, что... Знаете, у меня один школьник написал такое эссе. У меня все школьники пишут эссе. И он написал, в этой школе учат так топорным языком, насколько красиво, послушайте. В этой школе учителя держат нас за людей. Поэтому и мы вынуждены относиться к ним как к людям. Вот мне кажется, вот это вот... Прекрасное эссе. Такая красивая фраза на самом деле. И вот мне кажется, что хорошая частная школа, по сути, вот она вот именно этим отличается от других школ. Что там к детям относятся как к людям. Просто, на самом деле, государственные школы тоже разные есть. Но, к сожалению, большинство государственных школ, они знаниевые. Где надо дать, вбить, заставить. И чтобы ребенок хорошо дал ОГЭ, хорошо дал ЕГЭ, хорошо выступил на Олимпиадах, хорошо поступил в университет. Но это не главное. Частная школа сегодня главное, чтобы ребенок хотел. Индивидуальный и так далее. Если ребенок хочет, он горы своротит. Если учитель может сделать так, чтобы ребенок был влюблен в его предмет, он доберется до любых вершин. Ну, хорошо, Павел Анатольевич. А вот родители, все-таки родители выбирают школу, наверное, для ребенка, да? То есть смотря в каком классе. Постарше он классе уже, когда выбирает еще сам. класса до 5-го, да. А родители-то почему к вам ведут? В чем... С родителями очень интересно. К нам ведут, потому что мы знамениты, мы известны. Директор такой-то с такой странной прической приехал из Финляндии. По разным причинам ведут. Интереснее другое, что года через 2, через 3, я думаю, что большинство родителей уже не совсем довольны, что дети в нашей школе. Но у детей прекрасные знания, дети любят школу. Родители недовольны, что дети начинают высказывать собственное мнение.
У нас в школе действительно много выбора. Вот уже говорилось о том, что здорово, когда дети выбирают. Вы знаете, для меня выбор начался тогда, когда я пожил в Финляндии и увидел, как там у них в детском садике сидит 8 детей, и в Финляндии все запивают. И вот воспитатель, детям 2-3 года, воспитательница спрашивает: детки, кто хочет молочка, поднимите большой пальчик. Кто хочет мизинчик, кто хочет водички, поднимите мизинчик. И вот эти двухлеточки напряженно думают и выбирают. Они, может, минуту думают, 2 думают, и поднимают одни большой пальчик, другие мизинчик, и вот начинается выбор. Так же и у нас тоже. Возможно, выбор учителя. Класс 9А, 9Б, 2 физика. И школьник может из любого класса прийти к любому физику. Это совсем не трудно организовать. Можно выбрать концепцию класса, можно выбрать уровень преподавания, можно учить предметы на базовом уровне, на продвинутом, на углубленном. То есть вот эта возможность выбора, как мы вот теперь, мы взрослые, уже привыкли, что мы можем в любую поликлинику приписаться. А вот мои родители, они были вполне определенные поликлиники по месту жительства. А сейчас я могу свою медицинскую карточку забрать и перейти в другую поликлинику. Мы имеем право выбрать врача. И вот очень важен вот этот выбор. И как раз в классических государственных школах, куда вы все-таки чуть-чуть другого формата, там этого права выбора, как такового, давайте Хотя закон это позволяет. Нет. Самое главное, что у нас на самом деле, у нас прекрасное законодательство. Знаете, у нас в 1937 году тоже было прекрасное законодательство, оно не выполнялось. Так вот сейчас у нас тоже прекрасный закон образования, который позволяет иметь заочное обучение, очно-заочное обучение, который позволяет, громадные вариации могут быть. Просто люди их боятся. Как мы боимся семейного образования, например. Хорошо, спасибо. Я только еще единственное хотела насчет Финляндии дополнить. Когда мы встречались с коллегами из Финляндии, причем это статус руководства, образованием, у них ведь очень интересно отношение вообще к частным школам. У них все частные школы субсидируют полностью от и до государства. У них отличие только в программе, что здесь позволяется какую-то свою авторскую программу осуществлять. Все, в этом только отличие частное от государственного. Все остальное? Да. Фактически таким. Чингис Борисович, в истории школы уже знаем, рассказали. Все-таки почему вас выбирают в этой ситуации? В чем вы уникальны из вот сегодня здесь присутствующих? Да, я хотел сначала сказать буквально пару слов об отличиях между частными и государственными школами. То есть так как школа должна быть аккредитованной, соответственно, она должна выдерживать федеральный образовательный стандарт. То есть содержание мы должны давать. Но разнообразие между школами, оно как раз заключается в системах, которые она, скажем так, педагогических системах, которые она реализует в своем образовании. И в нашей школе это система 2 выдающихся педагогов, это Илькунин и Давыдов, система развивающего обучения. Вообще систем развивающего обучения существует несколько, но из, скажем так, практикуемых широко, наша система, она наиболее известная, я думаю, и наиболее практикуемая. То есть, родители уже понимают, что у вас вот не такая все родители система... знают, в чем суть системы. Они читают о нашей школе, например, они видят, что есть какая-то система, 2 автора, и они приходят и, собственно, задают вопросы. А что это за система, то есть как вы ее реализуете? Вот. И как раз вот уважаемый Павел Анатольевич сказал, что для детей очень важно детям давать свободу. И вот здесь как раз реализуется эта свобода в том, что детям не навязываются готовые решения. То есть когда они решают задачу, они придумывают какой-то свой путь. И им ни в коем случае не говорят, что этот путь неправильный, если он приходит к ответу. Вот. И поэтому в этом как раз и заложено. У вас тоже свобода выбора. Здесь как раз и заложено. Условно. И поиск. Да, в названии нашей школы отражено, то есть школа стратегического развития. Здесь слово «стратегия». То есть учредителям было принято решение назвать так школу, и, собственно говоря, она находит отражение в системе преподавания. Это и стало концепцией. Да. Хорошо, вот Бала-Сити, к вам для чего идут? К нам, конечно, родители интересуют и базовое образование по ВГОС, то, что высокий уровень. И второе, это, конечно, овладение иностранным языком. То есть родители хотят, чтобы дети свободно говорили на английском языке. Некоторые родители ведут бизнес и в будущем планируют, что дети продолжат их путь, ведение бизнеса, может быть, за рубежом, еще где-то. А это возможно только с помощью иностранных педагогов, которые работают в нашей школе. То есть носители языка. Носители языка, да, то есть это вот большой плюс. И успех школы, я думаю, что, конечно, заключается в кадрах, которые работают с обучающимися. Это международные педагоги, которые приезжают из разных стран, из Австралии, из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и так далее. То есть разный язык дети могут изучить. Ну и второе, это, конечно, российские педагоги. Мы
тщательно отбираем педагогов, которые работают в школе. Смотрите, честно интересно, да, фишка носителей языка, что произошло в условиях новой экономической реальности, хорошо. Уехали, не уехали, существует сегодня проблема или нет? Вот, наверное, у вас и международной школы сейчас В поспрашиваем. свете новых событий можем отметить, что международные педагоги не уехали, они остались, они работают, будут продолжать свои контракты. Сейчас мы ведем рекрутмент на следующий учебный год. Педагоги планируют приезжать. Нет С такого... какими педагогами из каких стран? Разные страны, но мы все-таки за чистый английский, за британский. Поэтому мы ведем переговоры с представителями Великобритании, Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Канады. Поэтому педагоги соглашаются приезжать. Все вопросы сможете урегулировать и предоставить место работы преподавателю здесь? Да, то есть приглашения выдаются, они свободно могут приехать к нам работать. То есть ни один преподаватель не уехал на данный момент? Нет, не уехали. Хорошо, с международной школы продолжим, сейчас реклама, потом включимся снова. Итак, мы продолжаем обсуждать частное образование и перспективы развития. Вот, Нияз Мансурович, после введения санкций возникли ли проблемы с педагогами? У вас их достаточно много носителей языка, и у вас на этом, в общем-то, основа школы как таковая. Как сейчас происходит, как решаете проблемы кадров, если они есть? У нас порядка 45 иностранцев работало до февраля, получается. И они бы и работали, но в какой-то момент посольства начали активно рекомендовать им покинуть страну. Вот, в связи с этим некоторые учителя прислушались. У нас порядка, значит, 15% уехало в течение февраля до каникул. Вот, и еще где-то 5%, завершив учебную программу в старшей школе, после этого уже, ну, то есть это где-то у нас середина апреля, еще, ну, то есть где-то 20% это из 45, то есть порядка 8-10 человек решили уехать. Несколько человек вернулись обратно, вот, и мы, соответственно, их нагрузку оптимизировали, перераспределили. Какие-то классы перестали учиться по международной учебной программе, так как их программа была завершена. Ну, таким образом, ситуации вышли. А сейчас как будете, вот там идут уже хантят, договариваются и так далее. Тот же самый процесс. На сегодняшний день мы все вакансии закрыли. Вот, ожидаем, что они приедут. То есть эти люди, они уже понимают, что существует новая реальность, что происходит в мире. Да, они уже с пониманием этим будут проезжать, поэтому мы надеемся, что таких проблем быть не должно. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос. Все-таки если 20% частных школ, нам нужно больше частных школ. Нам нужно стремиться, я не знаю, к каким-то показателям 12, 20, 30%. Либо нам нужно стремиться к финской системе. Как согласиться? Соглашайтесь. Сколько? Какой процент частных школ, условно, вот на самом деле, на наш взгляд сейчас? В частных школах дело. Нужно больше разных школ. Школ с разными концепциями, с разной ценой обучения, с разными взглядами, с разным уровнем преподавания. Много всего разного, чтобы наши люди, наши граждане могли выбирать между этим и этим. И надо доверять людям, они выберут правильно. Мы ж не против, мы ж за то, чтобы было. Вопрос, что для этого нужно, чтобы количество этих школ стало и 20, и 30 разных процентов, и так далее. Еще, что здесь, господдержка разных... нужна? Что нужно? Финская система образования, когда полностью все на финансирование государства? Что нужно для этого? Какие меры сейчас необходимо предпринять на уровне, наверное, федеральном, республиканском и так далее, чтобы школ стало как можно А вы знаете, больше, что на телевидении практически нет образовательных программ. А вот когда-то их было много. То есть у нас даже канал «Культура» говорит не об образовании, а о хороших вещах, но не об образовании. У нас выдающиеся учителя крайне редко приходят на телевидение. То есть государство обращает внимание на очень много разных вещей, но не на образование. Образование – это не тренд, к сожалению. Вот образование должно стать трендом. То есть, вы знаете, в Финляндии, в которой мне довелось жить 10 лет, там намного больше телепередач образовательных. Это у нас намного меньше стало. У нас много говорим об экономике, много говорим, не знаю, о успехах, достижениях, о космосе, а о школе почти не говорят. Или говорим негативно. Хорошо, какие шаги сейчас нужно но я, во-первых, считаю, что вот эта тенденция строительства, я понимаю, что когда руководители, я сама была несколько в Китае, когда я видела эти огромные частные школы на 2000 человек полностью, они, знаете, экипированы, все, Apple там и так далее, и так далее. Но они очень там мудро поступают, они 50% у них в школе, вот такая практика небольшая тоже в международной школе есть, у них дети, которые учатся на бесплатной основе.
условия. Но те дети, которые прошли особый экзамен, чтобы были те, за кем можно равняться, да. Но в Китае, вот когда вы говорили, там в Китае действительно, там, знаете, такая железная дисциплина. Это когда я училась в 1 классе, у нас было 45 человек. Но это вот... А сегодняшний ребенок, он другой. Он хочет, чтобы он высказался, услышали его мнение. Каждый хочет видеть личность, ощущать себя личностью. И самое главное, вот эти школы, которые мы сейчас строим, вот как раз на 1700, 1300, 1100, я считаю, что нужно больше строить маленьких, небольших школ. Вот максимум это 200, 300 человек. Вот тогда у нас дети, будет к ним внимание, тогда не будет вот потом тех проблем, когда мы знаем, какие сложные проблемы сегодня возникают. Вот. И тогда и качество обучения, конечно, будет, и, конечно, класс комплекта. То есть больше 25 нельзя делать классы. Вот. Но это тоже, опять же, государственная политика. А частные школы, я считаю, что, конечно, особенно сейчас, когда такой бум в первые классы начальные, конечно, надо, чтобы они... Потому что надо сейчас поддержать родителей, детей, чтобы дать им действительно хорошее образование. Я-то, конечно, сама за классику. Для меня идеал Царско-сельский лицей, для меня идеал лицей, который был на физфаке. Для столичных школ у меня это столичный лицей, Альма-Матер в Петербурге, потому что там тоже классическая система образования. Но при этой классической системе образования нужно обязательно, чтобы действительно ребенок был в такой атмосфере, куда ему хотелось идти, чтобы он ощущал школу семейным домом, да, чтобы ему было очень комфортно психологически. То есть нужны, по вашей версии, нужны маленькие школы на 200-300 Нужно, чтобы государство реально поддерживало. Вы знаете, я был в ноябре... Ну что такое реально? Вот, Павел Анатольевич, я скажу, что значит реально. Что нужно в ноябре я был на приеме у нашего президента, Рустама Нургалиевича. Вышло поручение президента о том, что необходимо сделать то-то, то-то и то-то. У нас в школе до сих пор нет спортзала. Вышло поручение президента, никто не хочет его исполнять. Сейчас... Предыдущее поручение президента было о том же самом 2 года назад. То есть у нас от воли кого-то наверху до реализации, да? То есть, вы знаете, суровость российских законов оправдывает повсеместным их неисполнением. То есть у нас государству, школа безразлична. Конкретным людям нравится. Президент хороший, мэр хороший. А вот этот промежуточный пласт, когда никому ничего не надо. То есть не выполняется поручение президента. Это страшно. Понятно. Нет, Мансур, что нужно сделать, чтобы с частными школами, ну, не знаю, или стало их больше, либо вообще в целом, если, как Павел Анатольевич говорит, чтобы государство повернулось лицом к образованию. Я, конечно, не совсем согласна, наверное, с тем, что совсем отвернулось, да? Может быть, на какую-то середину процесса. Оно не замечает. Ну, например, какие реальные шаги нужны? Та поддержка государства, какая сейчас есть, это все равно очень замечательно. И отношение к нам на уровне, начиная Министерства образования, городского управления, районных отделов, здесь у нас прекрасная поддержка. То есть нам созданы все условия для работы. Что еще нужно, Нет Мансурович? Чтобы я было, сначала все-таки скажу про процент. Да, Хорошо. Я полностью согласен с Павлом Анатольевичем, что не в этом дело, а на самом деле надо не гнаться за цифрами, а за разнообразием. Я абсолютно убежден, и это вот, ну, у меня заготовленный прям ответ, да, на такой вопрос есть. Я в этом абсолютно убежден, именно в разнообразии, да, то есть больше, наверное, на это надо обращать внимание. Это первое. Второе. Не зря, значит, коллега сказала, что я бы, наверное, школу не открыла. Очень тяжело вести образовательный, назовем его бизнес, да, или частную школу, очень тяжело вести. Это, вот, например, хочется открыть школу. Вот у меня знакомый хотел открыть детский сад. По требованиям Роспотребнадзора, маленький, небольшой семейный детский сад, 20-40 человек. По требованиям Роспотребнадзора в Казани не смогли найти помещение для небольшого детского сада. А он просто не проходит. Не соответствуешь, нет лицензии, нет субсидии. Все. Все. Я считаю, вот первое, просто банально, чтобы человек просто, когда делает свой бизнес-расчет, приходит в помещение, смотрит его, либерализация требований Роспотребнадзора. Это номер 1, я считаю. Да? Второе, конечно, нужно обратить внимание на вот просто вести те капитальные расходы, которые сегодня частная школа она должна понести. Оно не может не отразиться на той сумме, которая, соответственно, на которой ляжет в дальнейшем на плечи родителей. Отсюда есть 2 варианта. Первый вариант. Либо у населения должны расти доходы гораздо быстрее, и прослойка или процент людей с доходами выше среднего, которые могут выделять бюджет на образование детей, оно должно расти. Да? Либо, соответственно, должны появляться механизмы, так называемые, концессии, государственно-частного партнерства. Им же никто не, на самом деле, хотят заниматься, но вот очень сложно звучит. Да, вот это очень прекрасное частно-государственное партнерство, но в реальности
Да, оно на самом деле и сложно, и все, но вот им надо сесть, заняться. И я, знаете, я все-таки считаю, что частные школы, в них есть, знаете, какое благо? Оно снимает очень большую нагрузку с государства ведь на самом деле. Да, то есть вот сегодня сколько надо школ построить? Вот о чем и речь. Почему мы говорим, почему чтобы частных школ стало больше? Потому что и быстрее вроде бы построить, Вот одна открыть, наша вложить маленькая бизнес. школа привлекает столько внебюджетных средств, сколько все школы государственные Приволжского и Вахитовского района. Да, поэтому, на мой взгляд, вот как бы очень простые вещи на самом деле, да, и, но это очень неповоротливый такой механизм именно внесения изменений в законодательство и так далее. Но я говорю, вот маленький детский сад, 20 человек, невозможно найти помещение, невозможно. Это востребованность сумасшедшая, да? А востребование, не хватает, несмотря на Нет, открытие больше бы дополнительно. открыли, да. Вопрос первый – это вопрос помещения, да, на самом деле. Вот, кто-то сейчас задумался об открытии филиалов в других городах и районах? В районах, мы уже 2 года открываем школу в Нижнекамске, уже 2 года. При поддержке президента республики, при поддержке Муллина, мэра Нижнекамска, при поддержке предыдущего мэра Нижнекамска Айдара Исметшина. И этот процесс длится 1,5 года, и он еще продлится 1,5 года. Именно по тем же самым причинам. По причинам неповоротливости государственной системы. Что вроде бы да, делайте сами. И вот мы делаем. Это очень долгий процесс открытия школы. Потому что количество школ частных в районах, оно, мы сейчас обсуждали, да, Татьяна Леонидовна, по-моему, 4 школы Нижнекамска и Альметьевск на данный момент. те, которые Но дают понятно, аттестат. что в районах такое же право выбора должно быть. И мы понимаем, что в районах бывает иногда и в центре одна школа всего. Один тезис только. Да. Да, плюс развитие семейного и онлайн-образования. Тоже не надо снимать, потому что это уже становится такой тренд, и онлайн-образование для конечного потребителя оно становится дешевле, потому что там помещение, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, да, вот эти все расходы, они на одного ребенка, на одного потребителя, так скажем, они резко становятся меньше, поэтому я думаю, наряду, вот как бы если мы посмотрим на рынок частного образования как рынок школ, да, то мы, может быть, развития не видим. Но если вы посмотрите на развитие частного образования в секторе онлайн, то вы увидите просто взрыв этого развития, поэтому говорить о том, что оно не развивается, немножко неправильно. Но эта школа, может быть, не зарегистрирована здесь, да, например, в Казани, поэтому она в этот список не входит. Хорошо, спасибо. Уникальная программа, только у нас директора руки поднимают. Да, Чингис? Да, я согласен с коллегами по поводу того, что нужны очень разные школы, разные системы, и можно создать очень много школ, и эти школы будут между собой конкурировать, и, соответственно, выживет, да, в рыночных условиях. Ну и качество образования, да? Да, в рыночных условиях выживет та школа, которая будет давать лучшее образование. Там, может быть, с точки зрения знаний, да, если это востребовано родителями, именно знания. Знаний, классики, мотивации и так далее. Да, но вот по моему мнению, да, то есть в основе любой школы стоит учитель. И я считаю, что понятно, что школа – это отражение общества, и мы можем создать очень много школ, но мы не найдем для них учителей. Поэтому я считаю, что здесь нужно, если говорить о государстве, то принимать и дальше меры к тому, чтобы профессия учителя была уважаемой, чтобы туда хотели идти люди. Потому что если будет большой приток людей именно в эту профессию, соответственно, и, скажем так, та критическая масса, которая позволит нам, в том числе частным, не только частным, но и государственным школам, найти учителей действительно мотивированных, увлеченных своим делом, это будет гораздо проще. Поэтому мы можем создать 10 частных школ. Проще преодолеть все барьеры Роспотребнадзора и открыть школу, если у тебя будут учителя, да? Да. То есть можно открыть 10 школ и не найти для них хороших учителей. Я подчеркиваю, хороших учителей. Все хорошо. Насколько, кстати, буквально там в завершении программы сейчас будет подводить условные итоги. Математика, физика, преподаватели информатики. Да, очень сложно. Учителя начальных классов. Учителя начальных классов – это дефицит. Да, хорошо, кого не хватает, Павел Анатольевич? Я считаю, что хватает. Я считаю, что нужно вот у кого все хорошо. Больше рекламы учителям, больше рекламы школам, больше внимания государства к разным типам школы. К частным, в данном случае, чрезвычайно важно, и правильно, к онлайн-школам, и к семейному образованию, чтобы государство чаще делало телепрограммы о школах, как подобно этой. Это же крайне редко, когда на телевидении говорят о школах. Хорошо, Ясмин Анатольевич, кого не хватает? Всех. Нет, если вообще по рынку смотреть, то в целом всех не хватает. Где находитесь? С популяризацией образования, вот если будут передачи об образовании, соответственно, и
как раз статус профессии учителя будет Конечно, и люди выше. пойдут. Уважение к учителю. У нас уважение, не знаю, вот моя бабушка, у меня моя мама учительница и бабушка учительница. Моя бабушка заслуженный учитель России. Она рассказала, как в деревне шапку ломали перед учителем. Так вот, государство первым должно ломать шапку перед учителем. Если государство будет уважать учителя и школу, то, разумеется, и люди, и народ будут его уважать. Буквально еще Из такой... регионов России приглашаем. Из регионов России приглашается. А есть такие вот действительно мощные регионы, откуда переезжают, наверное, на заработные платы здесь, да? Это регион с более низким уровнем дохода, развития, наверное, нет? Нельзя так сказать, да. Нет, ну у нас сейчас Казань вообще очень привлекательный регион. То есть это И нас у нас, и да, это нас спасает, да? Это Потому тоже, что Татарстан да, к нам все-таки тоже приезжает. приезжают, и у нас очень много учеников из разных регионов. Много ли за последние, вот буквально 5 лет, пришли ярких, молодых, вдохновленных, потрясающих учителей? Или сегодня самые влюбчивые в профессию знания и вдохновляющие, это люди, 40 плюс, да, 45 плюс? Не, ну, к нам пришло много, но для того, чтобы пришло много, мне приходится в интернете писать, на телевидение приходить, обращаться к знакомым, к друзьям. Но в этом мне должно помогать государство. Вот в этом. Хорошо. А у нас тоже пришли прекрасные преподаватели английского языка, которые параллельно еще ведут испанский, немецкий, китайский. Это наши педагоги, выпускники Казанского федерального университета. А у вас? У нас они тоже есть педагоги, которые приехали, например, из Сколково, Сочи, да. Есть педагоги, которые занимаются World Skills, да. Иностранные педагоги, о которых мы уже говорили, да, из стран изучаемого языка. Поэтому растет процент хороших педагогов в школах. Нет, Мансурович, у вас сколько молодых? Ну, нам вообще проще, мы же по миру набираем. Международных, все Да, понятно. поэтому и, соответственно, у нас основные вакансии, они закрыты именно за счет таких специалистов. То есть, Вот, мне и- казалось, просто в международной школе, вроде бы, я так понимаю, что заработная плата у вас тоже выше, чем у всех остальных, да? Наверное, вам легче всего. Вы в этой ситуации так сверху на всех. Ну, в этом нам повезло, Да? да. В этом нам повезло. Но я считаю, вообще идеал все равно, когда есть и представители нашей старой, еще даже советской школы, и среднее звено, и когда вот дополняют молодые. такого провального это поколения тогда, нет? да. Мы не Вот потеряли провального такого поколения? Вот есть преподаватель там 50 плюс, условно, замечательный, потом вот лет 10-20 у нас У нас есть снижение. преподаватель Валентина Алексеевна Сочнева, ей 85 лет, создатель Казанской школы «Квант». Есть молодые преподаватели. Хочется отметить еще профессиональные конкурсы, учитель года, например, тоже мы смотрим тоже- оттуда. То есть развивать это направление тоже С интересно. какого чтобы можно возраста вы было- за учителями смотрите, наблюдаете? Хорошо. здесь- Не со школьной скамьи, с Нет, университета, конечно, да? со студенческой. Со студенческой. студенческой. Вот, между прочим, очень прекрасно, когда вот раньше 2 практики было у наших студентов нашего Казанского федерального университета. Значит, на 3-м курсе у них была пассивная, когда вот эта система бакалавриата. На 4-м, когда они уже выходили в школу. И можно было на пассивно его посмотреть, а потом уже и, тем более сейчас мы имеем возможность приглашать. Вот сейчас сделали только одну практику на 4-м курсе. Я считаю, что вот надо возвращаться к тем такому хорошему опыту, Что практика- который был раньше, да. Хорошо. В завершении программы интерактивное голосование. Результаты доверяют государственному образованию 60% телевизионной аудитории. Это дорого больше 21%. И 18 за ними будущее. Здесь уже побольше, чем то, что было интернет-аудитория за частными школами. Сейчас буквально по одной фразе в завершение, какое будущее ждет частные школы и вообще школы. Ну, пусть в России будет больше свободы, будет больше частных школ. Чингис Мансурович, с задней парты. Больше разнообразия должно быть, это правильно. И повышение престижа учительской профессии. Полина Владиславовна. Родители все больше и больше понимают, что лучшие инвестиции – это инвестиции в своих детей. Поэтому я думаю, что это для школы, конечно, тоже очень важно. Я считаю, чтобы школа была хорошим домом, где ребенок может получить и хорошее образование, и получить еще личностное развитие. Чингис Мансурович. Я считаю, что у частных школ все-таки все будет хорошо. Очень позитивное завершение. Замечательный был у нас часовой урок. Благодарим всю зрительскую аудиторию за вашу активность в голосовании. Желаем каждому из вас успехов, хороших и замечательных кадров, потрясающих учеников, финансирования, поддержки государства. Ну, что повернулись, если вдруг вам кажется, Благодарим что вас все не за развернулись. внимание к нам. Спасибо Спасибо огромное. большое. Всего доброго. Было интересно.